Ну, во-первых, я хочу напомнить, чтобы понимали телезрители, речь, я так понимаю, идет о том законопроекте, который вынесен на широкое обсуждение, о переходном правосудии. Да. И там как раз-таки есть ряд элементов, в том числе там как раз-таки полностью убрали понятие коллаборация или коллаборанты. И там также действительно признаются в рамках этого законопроекта, планируется, скажем, заключить или признать те сделки, договора, которые проводятся на оккупированной территории. Также в том числе было и заявлено о том, что могут те россияне, которые приехали, оставаться и жить. Там также еще есть такой момент, когда скажем, некая комиссия будет определять степень, но это явно коррупционная схема. Поэтому в этом случае мы пока первый сделали публичный выход и направили в Министерство по временно оккупированным территориям и по реинтеграции. Мы направили наши предложения относительно коллаборации. И не просто предложения, а мы разработали методику оценки коллаборации, потому что, чтобы все прекрасно понимали, потому что я знаю, что и некоторые наши соотечественники, увидев нашу пресс-конференцию, начали неадекватно, скажем, относиться к этому вопросу. Я объясню четко. Дело в том, что коллаборация в любом случае существует у всех. То есть это сотрудничество в той или иной степени. Во-вторых, мы должны четко понимать, кто, осуществляя коллаборацию, совершает преступление, а кто, совершая коллаборацию, скажем, наоборот, может приносить пользу нашим гражданам. И поэтому мы разработали 12 критериев. Из этих 12 критериев есть в каждом критерии подкритерий. И совсем в ближайшее время же скоро мы уже даже разработали тест, когда каждый человек может протестировать себя, он может ли попасть в санкционные списки по персональной санкции, и ими будут ли заниматься правоохранительные органы Украины или спецслужбы Украины, или он, наоборот, совершает правильные деяния. Например, врачи, оказывая, выполняя клятву Гиппократа, оказывая помощь нашим соотечественникам, на самом деле они не несут никакой, скажем, такой угрозы для Украины, для наших граждан, и поэтому, конечно же, их нельзя относить к преступникам. Теперь, что касается вообще тех граждан. Честно говоря, для меня действительно было очень удивительно, когда я в СМИ прочитал, что человек, который на самом деле является достаточно сильным юристом, и речь идет о вице-премьере Резникове. И, кстати, о коллаборации, когда лично я ему в личку отправил информацию, он мне ответил, что эта идея заслуживает дальнейшего внимания. В принципе, очень интересный подход. Но заявляя о том, что россияне могут оставаться после периода реинтеграции, это в первую очередь, вы понимаете, это нарушение международного права. Ведь на самом деле международное право, в международном праве четко говорится о том, что государство, которое способствует переселению собственных граждан на оккупированную территорию, совершает преступление, то, соответственно, поддерживая подобные действия, мы таким образом будем также совершать преступления, как и Российская Федерация. Поэтому здесь, в этом случае, мы должны быть четкими в этой позиции. Это раз. Россиян никто не звал. Они прекрасно понимали, что они приезжают на оккупированную территорию. Да, после деоккупации приезжайте, мы всегда рады, отдыхайте. Мы и раньше вас встречали, и мы хорошо относились к вам. Но извините меня, когда вы нарушаете украинское законодательство, международное право и совершаете незаконные сделки, то, извините меня, вы должны, все эти сделки должны быть аннулированы, и, соответственно, все те, которые незаконно приобрели, должны просто покинуть Крым. И я еще хочу сделать акцент на том, что как раз-таки для нас, для коренного народа, для крымских татар, это очень чувствительно, потому что крымские татары за весь период попытки аннексии Крыма еще с 1783 года России, мы как раз и стали численным меньшинством на родной земле сразу после начала вот тех событий. И в итоге стали ставить вообще под вопрос вообще
нашу автохтонность или коренные мы или нет. И нам приходится всем пытаться доказать, что мы автохтонные, что мы коренные. Вот как раз-таки сегодняшняя новейшая история Украины, она как раз-таки и является живым примером, когда из автохтонного народа хотят сделать некое меньшинство, которое непонятно каким образом оказалось на родной земле. И Искандер, поэтому здесь в этом плане у нас должна быть жесткая принципиальная позиция. а что у нас сейчас с законом о коренных народах? На какой он стадии? Но на самом деле закон о коренных народах, ситуация такая, что я не вижу никаких конкретных действий в этом плане. Ведь на самом деле даже та ситуация, которая возникла сегодня с АТР. Но я сейчас вернусь, я бы хочу сейчас связать закон о коренных народах и ситуацию скажем, с единственным национальным крымско-татарским каналом АТР. Вот как раз-таки мы, я думаю, вы больше меня интервьюируете людей, и я 100% уверен, что большая часть и чиновников, и депутатов, когда вы им задаете в лоб, нужен ли АТР, нужно ли его поддерживать, и насколько он важен как этнический телеканал, который вещает на оккупированную территорию, то многие говорят, да, он нужен. То есть о том, что он нужен, сомнений ни у кого нет. О том, что каким образом решить эту проблему, эта проблема уже тянется с 2015 года. Ведь на самом деле мы видим то, что чиновник пытается избавиться как бы от проблемы, то есть АТР, и мы видим, как начинают футболить от Минсоцполитики к Мин там, культуры, а потом Мин реинтеграции. И тут и чиновников, с одной стороны, я их не защищаю, но можно понять, потому что потом чиновник будет отвечать за якобы не рационально, а незаконное использование денег, скажем так. Да это не тот случай, Искандер. Это не тот случай. Эти деньги были на счету как субсидии. Они их сами переделали специально на услуги министерству. Тут ни за что он не должен был отвечать. Минфин туда отправил деньги субсидированные. Это все ни к этому отношения вообще не имеет. И вляпаться тут это их и личная инициатива, не наша. Но здесь опять же, они исходят из собственных, скажем так, интересов в этом случае. Я это допускаю. Поэтому этот вопрос должен решаться системно. Вот как раз-таки закон о коренных народах очень легко может разрешить эту проблему. Согласен. Когда, независимо от формы собственности, телеканалу АТР придается статус национального канала, причем представительным органам, меджлисом крымско-татарского народа. И этого достаточно для того, чтобы финансирование получать коренной народ. И, соответственно, уже как целевое финансирование, без каких-либо конкурсов и так далее, и тогда действительно этот вопрос будет разрешен. Поэтому, сегодня, возвращаясь к этому вопросу, я однозначно говорю о том, что нам нужно, здесь мы говорим о том, что и президент Украины Владимир Зеленский обещал, что к этому вопросу вернется, и, скажем, есть у нас и депутаты и так далее. Мы должны понимать, что законодательной инициативой обладает все-таки и Кабинет министров Украины, то есть центральная исполнительная власть, и сами депутаты, и президент. Поэтому на сегодня, если говорить о конкретных результатах, в Верховной Раде Украины не зарегистрированных законопроектов относительно того, чтобы или проект закона о коренных народах Украины. И поэтому это уже живой или реальный пример того, что на самом деле, кто бы, что бы, где бы, на телеканалах ли, или там при каких-то встречах не говорил, мы не видим конкретных действий. И поэтому, на мой взгляд, здесь должна быть инициатива со всех сторон. С одной стороны, инициатива со стороны депутатов, с другой стороны, вот здесь как раз-таки Минреинтеграции должен быть заинтересован в том, чтобы урегулировать этот вопрос, в том числе и с АТР, как раз-таки должен бить в колокола, чтобы быстрее принять закон о коренных народах. И третье, конечно же, имидж президента Зеленского. Ведь на международном уровне все равно мы знаем о том, что Украина официально присоединилась к декларации в Нью-Йорке. Украина приняла заявление 20 марта 2014 года. Кстати, мы к этой дате хотим провести ряд публичных мероприятий, где в этом же заявлении четко говорится, что крымские татары — коренной народ, Меджлис и Курултай — официальные органы,
и Кабинету министров поручено разработать законопроект о коренных народах. К сожалению, сегодня, и я считаю, что мы можем говорить о триаде, мы можем говорить отдельно о статусе крымско-татарского народа. Давайте пошагово действовать. Давайте на сегодняшний день, и я думаю, это вполне реально, примем закон о коренных народах, где будет четко прописано, что, вернее, те даже проектах, которые существуют, четко прописано, что у коренных народов, в частности у крымско-татарского народа, есть представительные органы, и, соответственно, представительные органы смогут потом быть в правовом поле Украины и, соответственно, в том числе и иметь даже счета. Эскендербей, Да. скажите, а законопроект о коренных народах, он вот готов, чтобы его завтра взять и зарегистрировать? Если да, то что мешает нашим народным депутатам в Верховной Раде, а их 3, его зарегистрировать? Смотрите, на самом деле мы неоднократно слышим о триаде законов. Да? То есть это рамочный закон о коренных народах, это закон о статусе крымско-татарского народа и закон о внесении изменений в Конституцию Украины. Здесь получается, если вот из этой триады регистрировать только один законопроект о коренных народах рамочный, он будет очень слабым. Он не сможет разрешить полностью всю проблему. И попытки его регистрации были в том созыве. Если причем эта триада законов была представлена президенту при встрече. На мой взгляд, здесь могут возникать проблемы в чем? Ну, на самом деле мы реально видим, что украинский политический истеблишмент не готов к изменениям Конституции в ближайшее время. Другую проблему мы видим, что когда мы говорим о законе о статусе крымско-татарского народа, здесь могут тоже возникать различные вопросы. Поэтому, на мой взгляд, нужно, и мы предлагали, есть такой законопроект о коренных народах, и в котором как раз-таки он не просто рамочный, он системный закон. Это ваш законопроект, правильно я понимаю? Да, это законопроект, который разрабатывали юристы, эксперты Крымско-татарского ресурсного центра, и мы в том числе направляли подобный законопроект президенту Украины. К сожалению, мы не получили никакого ответа, хотя прошло уже больше года.